Приветствую вас, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24. Подведем итоги дня. Смотрите сегодня. Первый блин комом. Пассажиры поезда из Алдана остались недовольны организацией стыковочной логистики из Нижнего Бестяха до Якутска, что доставило неудобства. Опасность ликвидирована. Медведя, бродившего в селе Покровка Амгинского района, застрелил инспектор. «Готовь сани летом» ленское предприятие тепловых и электрических сетей готовится к отопительному сезону. Как идут текущие работы? Невозможное возможно. Как в Якутске прошел первый республиканский чемпионат по кибатлетике, соревнования среди людей с протезами рук и ног. Контрольная закупка. Как в разгар сезона правильно выбрать спелый арбуз. Как стало известно, в Кобяйском районе на реке Лени вот уже третьи сутки стоит танкер «Ленонефть». По данным инспекции экологического надзора Кобяйского района, 13 августа вечером местные жители сообщили, что по поверхности воды идет нефтяная пленка от этого танкера. По данным проверки, нефть распространилась на площади 2 километров и шириной 700 метров. Снятые пробы воды направлены на экспертизу в Росприроднадзор. Там получилось у них, они пробили дно в моторном отсеке, и, скорее всего, подсланивые воды у них, которые были там, они вышли на водную поверхность. Ну, это предположение. Ну, мне сказали, что они пробили дно. Они сейчас стоят на данный период, они там стоят, и с них идет перекачка нефтепродуктов на другие наливники. Вот. Один уже заправился, ушел, сейчас еще, говорит, второй подошел. Они докачивают, и в этом плане вот так стоит. Ну, самое главное то, что большая вот эти емкости, они не повреждены, а вот ушли только подсланивые воды, но все равно объем очень большой получился. Тем временем сгустки на реке Вилюй могут быть природным явлением. Такое мнение озвучили специалисты, которые провели отбор проб воды. После сообщения о потоке плавучей грязи и водорослей на реке Вилюй на место выехали инспекторы из Сунтарского экологического надзора. Они отобрали образцы воды и осмотрели территорию. В момент отбора проб, сообщили специалисты, вода реки Вилюй визуально была чистой, то есть соответствовала среднему показателю цветности. Более точная информация о составе проб станет известна после итогов лабораторных исследований. Инспекторы добавили, что с похожим случаем они уже сталкивались, и тогда анализы показали, что река не была загрязнена. В Верхоянский район Якутии, где действует несколько лесных пожаров, будет отправлена дополнительная группировка сил и средств. Об этом распорядился зампред правительства республики Денис Белозеров. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в Жиганском, Кобяйском и Верхоянском районах. По прогнозам синоптиков, осадки на севере Якутии ожидаются предположительно только в конце следующей недели. На данный момент на тушении пожаров в Верхоянском районе, где действуют 3 природных пожара, задействовано 45 человек и 12 единиц техники. Площадь, пройденная огнем в Верхоянском районе, оценивается в 600 тысяч гектаров. По информации главы района, в населенных пунктах есть задымленность и густые туманы. Аэропорт там закрыт и не принимает самолеты. Молодой экипаж, разрешение на вылет. Погода не позволяет. Дым постоянно, который фактически не позволяет нам вылететь из города Якутска и закинуть туда людей дополнительно. Но при этом мы сейчас прорабатываем вариант вплоть до переброски через Авено-Бытантайский район, либо еще рядом стоящий район. И там уже на вертолетах возможно забрасывать. К другим новостям. Медведя, бродившего в селе Покровка Амгинского района, застрелил инспектор. Хищник был замечен ночью в 12 километрах от поселка. Зверь разгромил столовую и съел всю еду. Инспекторы, получив разрешение от Минэкологии на отстрел, выехали на местность, где в последний раз видели медведя. Голодный зверь появился и был убит. Ну и вот, наверное, в 12 часу уже совсем стемнело, он пришел вновь, но не стал подходить уже к столовой, а напрямую пошел к сторожке, где сидит сторож, старик. Вот, хотел им поживиться, видимо. Ну и в это время
окликнул его и произвел несколько выстрелов. При разделке было видно, что зверь худой, и имеются у него глисты. Совсем упитанность очень плохая, поэтому материал был направлен в лабораторию на исследование. Возраст убитого медведя где-то 4-5 лет, наверное. Госинспекция по маломерным судам рекомендует охотникам соблюдать меры предосторожности. В августе вода в водоемах начинает остывать, поэтому при использовании резиновых лодок необходимо быть предельно внимательными к окружающей обстановке, в особенности на озерах. Зачастую в своей водной глади озера скрывают острые предметы, способные повредить целостность не только резиновой лодки, но и металлического корпуса. И как следствие возникает вероятность оказаться в воде. Во избежание несчастных случаев на охоте следует помнить несколько вещей. При посадке на судно первым делом необходимо надевать спасательный жилет. Всегда брать с собой сменную теплую одежду. Спички хранить в непромокаемой упаковке. Не употреблять алкоголь. Если потребуется помощь, воспользоваться средствами сигнализации, фонарем или сигнальными патронами, советуют инспекторы. Пассажиры поезда из Алдана остались недовольны организацией стыковочной логистики из Нижнего Бестяха до Якутска. Что именно доставило людям неудобства? Сюжет Сусанны Рожиной. У пассажиров нет никаких претензий к самому ЖДЯ. Они очень довольны качеством обслуживания в поезде. Вагоны чистые и персонал приветливый. Но когда они приехали в Нижний Бестях, тут и начались проблемы. По единому билету по так называемой мультимодальной перевозке из поезда их на автобусе подвозят к реке, где дальше на речном такси перенаправляют на ту сторону реки, в Якутск. Начались наши мучения именно вот на этой переправе Нижний Бестях. Спуск от самой вот этого, где дебаркадеру, очень неудобный. Именно для детей, вот с детьми и с инвалидами, у которых какие-то проблемы с передвижением и вообще со старыми людьми. Мужчины здоровые, и женщины там особо вещей у них не было. Они, конечно, нас обогнали на этом скате трудном. И первыми оказались возле этих лодок. Предоставлено было всего-навсего 3 лодки, где там 11 мест в каждой лодке. Там, естественно, ограниченное количество людей они взяли. Мы там пытались, конечно, выступить, что почему вы детей оставляете, почему, в первую очередь, детей не забираете, женщин с детьми. Нам было сказано, кто успел, тот и вроде как сел. Из-за того, что катеров для перевозки в тот день было мало, людям пришлось подождать. В основном это были женщины с детьми, старики и маломобильные люди. Мы посчитали, было 8 пенсионеров женщин, 12 женщин с детьми и 12 ровно детей. Из них было 2 инвалидки женщины на костылях. И, значит, мальчик был инвалид 12 лет. Мамочка его вообще сопровождала на руках. У нее была большая сумка. Благо, вот мы из пассажиров ей помогли сумку нести. Всех нас раскидали и распихали. Все женщины с детьми, все остались. Мы давай возмущаться, но почему-то катеристы так себя вели непорядочно. Они нам сказали, кто успел, тот и сел. То есть, кто не успел, тот опоздал. Вот. Руководство ООО «Лена Транс», которое занимается перевозкой пассажиров поездов по единому билету, уверило, что в скором времени для большего удобства людей будет построен в Нижнем Бестяхе утепленный зал ожидания, и помимо речных такси начнет курсировать теплоход «Рукавишников». На следующей неделе планируем задействовать теплоход «Виктор Рукавишников». У него пассажировместимость 250 человек. То есть, с наращиванием пассажиропотока добавляем еще флот. Но это не единственная претензия пассажиров. Приехали мы в этот Якутск, опять 25. Вот это вот, когда поднимаешься вот этот на берег, какие-то лестницы, и вообще вот с чемоданом я тоже точно бы день поднималась бы, да, если бы не грузчики. Они быстренько подошли, конечно же, все помогли, все унесли. Вот такие не очень приятные впечатления остались от организации перевозок у жителей Алдана, которые в Якутске лишь проездом. Но через 10 дней они все будут обратно возвращаться и пока не знают, будут еще раз пользоваться услугами речных такси или нет. Но к этому моменту уже будет курсировать Рукавишников. Сусанна Рожина, Джулус Иннокентьев, Якутск. Приближается учебный год, который наряду с летними месяцами по статистике относится к одному из самых неблагополучных периодов по числу автоаварий с участием детей. Сотрудники ГИБДД по Ниренгринскому району организовали профилактические мероприятия
«Внимание, дети!». Акции продлятся до 15 сентября. Инспекторы совместно с участниками соцпроекта «Наш двор» на базе 2-й гимназии провели квест по правилам дорожного движения для детей 5 школ города. Дети решали задачи и тематические ребусы. В рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети», второй этап, который будет длиться с 15 августа 2019 года по 15 сентября 2019 года, в целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма будут проведены проверки эксплуатационного состояния дорог, прилегающих к образовательным учреждениям. С целью обеспечения адаптации детей в связи с началом учебного года будут выставлены дополнительные посты патрулирования в местах, расположенных наиболее приближенных к образовательным учреждениям, учреждениям дополнительного образования. Также будут проводиться массовые мероприятия по выявлению нарушений водителями транспортных средств правил перевозки детей. Сейчас 40 секунд рекламной паузы. Вернемся и продолжим программу «Итоги дня». «Готовь сани летом». Ленское предприятие тепловых и электрических сетей готовится к предстоящему зимнему отопительному сезону, как идут текущие работы. Невозможное возможно. Как в Якутске прошел первый республиканский чемпионат по кибатлетике, соревнования среди людей с протезами рук и ног. Контурная закупка. Как в разгар сезона правильно выбрать спелый арбуз. Якутия-24, программа «Итоги дня». Продолжаем выпуск. В Якутии поисковики-энтузиасты нашли обломки первой советской летающей лодки. Предполагают, что воздушное судно разбилось в Верхоянских горах за несколько лет до начала Великой Отечественной войны. Неделю назад участники отряда авиапоиска отправились на границу Кобяйского Верхоянского районов для поисков места крушения немецкой летающей лодки, но вместо нее нашли советскую. Они смогли обнаружить части самолета, а также останки летчиков, рассказывает Саргалана Федорова. Горы Верхояния – это и есть место крушения летающей лодки. Уникальный случай. Гора находится в 80 километрах от реки Эндыбал. Там поисковики нашли часть крыла, винты, двигатель, якорь и другие запчасти судна. А вот куда летел самолет, кто был командиром экипажа, сколько человек находилось на борту, неизвестно. Ровно как и точная дата крушения. Все выносили очень тяжело, потому что поднялись где-то порядка на 500 метров на сопку, и оттуда пришлось спускаться, продвигались по горным ручьям. Кости были найдены, перезахоронены там наверху уже, где предположительно уже и могила была. Эксперты установили, что вот эти найденные фрагменты, останки самолета и якорь принадлежали гидросамолету МП-1 БИС, а остальные крупные фрагменты пока остались на месте обнаружения. Сначала предполагали, что это иностранный самолет, но все же его происхождение удалось определить благодаря воздушному винту, который лежал в полуутопленном состоянии на ручье, и большому радиатору водяного охлаждения. Причина катастрофы – остановка мотора. Весной или летом, и предположительно экипаж погиб сразу, потому что удар был настолько сильный, что коленвал двигателя отломился пополам. Судя по найденным спецприборам, экипаж занимался аэросъемкой, предполагают поисковики. Важно еще то, что уцелели номера на моторах, благодаря которым можно воссоздать картину дня. Версий, кому принадлежал самолет, также много, как и вопросов. Вероятность его Дальстрою, это у них была своя авиагруппа. В этом районе он работал активно, добывали минералы, работали заключенные. Летающие лодки МП-1 БИС строились в СССР с 1932 по 1940-е годы. Самолет активно применяли на Крайнем Севере и в Сибири, там, где сложно было найти место для сухопутных аэродромов. Судна могли спокойно приземляться на поверхности озер и рек. Обломки подобного самолета А-20 «Бостон» находили в Якутии 10 лет назад. А по новой находке предстоит большая работа. Уже начали изучать архивы. Вскоре установят имена экипажа. Значимая находка поможет выяснить, что же произошло с советским самолетом 80 лет назад. Саргалана Федорова, Джолустан Иннокентьев, Якутск. В Алдане планируют опробировать в отопительный сезон газовое котельное оборудование. Что это даст на практике? Подробнее Руслан Павлов.
Газификацию города Алдана от трубопровода «Сила Сибири» ожидают не раньше 2022 года. Однако проницательные бизнесмены уже планируют объекты, которые будут работать на природном газе. Теплоснабжающая организация «Ассоциация строителей АЯМ», которая снабжает теплом несколько спальных районов города Алдана, планирует апробировать к началу отопительного сезона газовое котельное оборудование. В первых числах сентября должны, соответственно, стройку эту закончить, дотянуть этот первый этап, запустить свою потовскую котельную, чтобы горячая вода до 5 сентября подавалась именно на газе. Пока нет централизованной подачи голубого топлива, работать планируют на привозном газе. Храниться он будет в специальных резервуарах-хранилищах, от которых тянутся нити газопровода до котельной. Это 20-кубовые емкости, которые содержанием СПГ, сжиженного природного газа, в дальнейшем будет отапливать котельную ПАТО, и, соответственно, оно входит, наверное, будет входить в общую газификацию Алданского района. В ассоциации АЯМ газовое котельное оборудование собираются пока эксплуатировать в летний период. Это экономично, экологично и, главное, дешевле, чем работа с твердым топливом. В перспективе, после апробации испытаний, котельная будет полностью переведена на голубое топливо. Явные проблемы каждый год по качеству угля, соответственно, по людским ресурсам. Поэтому рано или поздно мы хотели перейти на сжиженный природный газ. И у нас пилотный момент был первый на свое здание, которое построили. Поставили газовую котельную, отработали год на ней. Конечно, это эксплуатация неба и земля по сравнению с угольной котельной. Во-первых, качество, во-вторых, всего лишь один человек, который обслужит это все дело. Проект оптимизации котельной предусматривает все нюансы от безопасности и экологии до момента полного перехода теплоцентрали на газовое топливо, который будет произведен легким движением руки. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Как только что стало известно, 60 горняков находятся в забое в обесточенной из-за пожара на подстанции шахте Денисовская в Якутии. Проводится эвакуация, об этом сообщает Интерфакс. Ленское предприятие тепловых и электрических сетей готовится к началу отопительного сезона, завершаются мелкие текущие ремонты, а в котельную поселка Дорожный завозят топливо. Из Ленского района передает коллега Роман Токмаков. До старта отопительного сезона осталось меньше месяца. Для ресурсоснабжающих организаций это самое ответственное время. Надо многое успеть. У Ленского предприятия тепловых и электрических сетей нет никаких опасений. Несмотря на то, что мелкий ремонт коммуникаций еще идет, все работы здесь выполнят в срок. Я своим руководителям поставил задачу, что все земляные работы, должны быть закончены до 1 сентября. Чтобы у нас не было показателем, как при языце в народе говорят, если разрыли где-то что-то, значит скоро зима. Поэтому, чтобы не было этого, сегодня я еще раз сказал своим руководителям, чтобы все вопросы в течение оставшегося 30 дней до начала отопительного сезона, чтобы все земляные работы были закончены. Работы по подготовке котельных к подаче тепла велись и внутри зданий. На центральной котельной Ленска в этом году масштабных ремонтов не проводилось. Однако наряду с другими объектами здесь также готовятся к отопительному сезону. На отопительной котельной, как обычно, провели капитальный ремонт, текущий ремонт основного оборудования, вспомогательного в полном объеме в соответствии с запланированными графиками. На сегодняшний день все ремонты закончены, оборудование готово к подаче тепла населению. Сейчас остались небольшие штрихи по завершению косметических ремонтов помещений, служебных, бытовых, производственных. Персонал готов приступить к отопительному сезону. Котельная в любой момент готова произвести запуск. 234 пункта плановых мероприятий, утвержденных руководством Ленского предприятия тепловых и электрических сетей, выполнены на 82%. На ежедневных планерках директор лично контролирует ход их исполнения. И в таком режиме предприятие продолжит работать вплоть до начала отопительного сезона. А значит, тепло в дома ленчан поступит вовремя. Роман Токмаков, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Компания «Сахабулт» представила коллекцию меховой одежды и обуви на международном профессиональном салоне кожевенно-меховой индустрии «Мосфур». Якутская компания – единственное в России предприятие, которое начало обработку и получило замшу из оленей кожи.
что наконец тоже случилось. Привезли вещи, вчера повесили. Ой, я, правда, ожидала лучшего. И у вас лучшие есть вещи. Вот просто я видела, готовые там висят. Но почему-то вот привезли сюда не те самые красивые. Да, сам факт, вот движение должно быть, да, сам факт, что здесь участвовали. Сегодня очень много дискутируется натуральный мех или искусственный мех, который в Германии, например, называют просто материал пластик. Да, что лучше. Так вот, Якутия – это самое главное, для чего меховые изделия? Для того, чтобы защищать себя от мороза. Это делается на защиту человека. И лучше, чем у вас, нигде нельзя этого продемонстрировать. И где еще должен быть мех? Производиться, продаваться, где должны проходить фестивали меховые, ярмарки меховые. Только в Якутии, там, где это требуется. У нас самые талантливые, наверное, мастера, мастерицы, которые сохраняют традиции, умеют из любой одежды, даже из любой китайской шубы сделать красивейшую одежду в национальном стиле, украсив ее бисером, вышивкой. В рамках специализированной выставки проходят гала-показы новых коллекций ведущих российских и зарубежных производителей изделий из кожи и меха, награждение конкурса «Меховщик года», международный форум по продвижению изделий из натурального меха и многое другое. В Якутске прошел первый республиканский чемпионат по кибатлетике. Это соревнование среди людей с протезами рук и ног. Участники прошли специальную полосу препятствий, заданий носили бытовой характер. Спортсмены приехали из разных уголков Якутии. Репортаж Анастасии Кобызевой. Вот так, шаг за шагом, участники соревнований по кибатлетике доказывали всем, что нет ничего невозможного. Они проходили специальную трассу с препятствиями, задания из повседневной жизни. Подняться по лестнице, открыть дверь, забить мяч в ворота, закрутить лампочку. Жюри оценивали точность выполнения заданий и скорость. Мы изготовили нашу трассу в течение месяца. У нас были добровольцы, которые этим занимались. И за очень короткие сроки и очень качественно нам изготовили нашу трассу, чему мы очень рады. Футбол, тем более чемпионат мира у нас в России прошел. Среди участников соревнований сотрудник нашего телеканала Артем Лавров. В этот важный для него день наша съемочная группа приехала поддержать его. И ведь не зря Артем занял первое место в категории «Протез голени». Трасса достаточно сложная для человека с протезом. Там такие препятствия, с которыми мы можем встретиться в бытовой среде повседневной жизни. Ну, ты слышал, как мы тебя подбадривали? Да, конечно, очень слышал, как говорили обо мне. Я начал прислушиваться к этому, и больше мотивации было побыстрее и хорошо выполнить. Наравне со взрослыми соревновались и юные участники. Чтобы проверить свои силы, у Руйдана Амосова прилетела из-за Имиконского улуса. Призового места спортсменка не заняла, но ничуть не расстроилась. Все нормально прошла, но очень довольна результатом. Якутия – первый регион на Дальнем Востоке, где прошел чемпионат по кибатлетике. В регионе планируют и дальше развивать этот новый вид спорта. Мы, конечно, поддержим, потому что это еще одна грань привлечения нашего населения не только к спорту и жизни, а яркий пример для здоровых людей, что надо заниматься, развиваться и совершенствовать свои навыки. Подобные соревнования мотивируют людей с протезами изменить образ жизни, вернуться к активной деятельности. Каждый участник выложился на 100%. Теперь язык не повернется сказать, что это люди с ограниченными возможностями. Анастасия Кобызева, Григорий Николаев, Якутск. Осень – урожайная пора, поспевает и самая сочная культура, не то фрукт, не то самая крупная ягода – арбуз. Прилавки овощников ломятся от разных сортов, но как выбрать самый лучший и не ошибиться? Есть ли отличительные черты спелого арбуза, узнала Саргалана Захарова. Наверное, каждый помнит это чувство, когда секунды становятся длиннее, а нарезка арбуза, как русская рулетка. Повезет или нет? И вот момент истины. Красный, блестящий, ароматный арбуз предстает перед нами во всей красе. Он уже даже трескается. Он очень сладкий. Не откладывая дегустацию в долгий ящик, продавцы сразу же предлагают попробовать и убедиться, что нахваливали арбузы не зря. Угу. Вкус немного другой, чем
Он такой более нежный. Угу. Невозможно остановиться. Да простят меня зрители. Ну, арбузы у нас очень сладкие все, и мы их давно уже снимаем. Вот этот только сорт мы вот неделю как снимаем, он поздний немножечко. А те арбузы, которые вот немножечко поменьше, сорт, мы уже около месяца его едим. Так, разные сорта арбузов могут появиться на прилавках магазинов в разное время. Главное – уметь верно определить, в срок ли сорвали плод. Оно немножко с углублением на основании. Вот видите, вот посмотрите, покажите вот эту часть. Нет, задний срок. Вот видите, вот тут вот есть маленькое углубление, вот здесь вот. На корню зрелый арбуз, он очень сладкий. Говорят, что там, где он лежал, остается такая отметина, желтая, белая. Остается. Да. Остается. Она бывает ярко-желтая, бывает. Но это пятнышко всегда она светлее. Светлее, чем сам арбуз. Потому что она лежит на земле и не видит солнца. А вот покупатели пользуются самыми разными приемами распознавания сочной бахчи. Одни следуют накопленному опыту, другие – советам продавцов. Трогаю, мягкий, не мягкий. А каким он должен быть? Твердым. Да честно, особо не разбираюсь, какой дают такой. Какой понравится, такой беру. Если, смотрят, мальчик или девочка вообще. Это самое там такое вот. И хруст есть или нету, вот все. Таким образом, чтобы не оплошать с выбором, нужно подключить все органы чувств. Постучать по арбузу, звук должен быть звонким. Осмотреть его, обращать внимание на светлое пятнышко. Ну и интуиция, которая не подведет, если прислушаться к опытному продавцу. Сарглана Захарова, Григорий Охлопков, Жатай. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на нашем канале, будьте всегда в курсе.